Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Главная проблема истории – современность. В Абхазском государственном университете завершилась международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». Десять лет работы в цвете. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась персональная выставка Мадины Бигвалы. В Абхазии отмечают 28-летие начала июльской наступательной операции Тамышского десанта. В конце июня 1993-го, во время Отечественной войны народа Абхазии, командование вооруженных сил приняло решение о взятии села Шрома в Сухумском районе и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы провести наступательную операцию с целью освобождения столицы. Тогда же было решено высадить десант в селе Тамыш Очимчирского района, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум и имевшую стратегическое значение, поскольку по ней доставлялось оружие и подкрепление грузинских войск. Как отмечается в заявлении организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА, 2 июля мы вспоминаем одну из самых успешных и в то же время самую кровопролитную операцию вооруженных сил Абхазии. После мартовского наступления 1993-го нашим главнокомандующим Владиславом Ардзенбо была проведена реформа вооруженных сил. Именно это дало возможность в дальнейшем вести успешные операции по освобождению нашей страны от грузинских оккупантов, как на Гумистинском фронте, так и на Восточном. 2 июля вошло в историю нашей победы как операция по высадке морского десанта в тыл противника в районе села Тамыш. Десант под руководством героя Абхазии Заура Лакута Зарандия блестяще выполнил поставленную задачу. Важно отметить, что успех операции стал возможен благодаря слаженным действиям всех бойцов Восточного фронта под руководством Мираба Кишмария, Заза Зантария и других бесстрашных командиров подразделений Восточного фронта. Грузинские войска были застигнуты врасплох, потеряв большое количество военной техники и живой силы. Несколько сотен попали в плен. Больше недели наши войска удерживали коридор, не давая противнику прорваться к Сухуму, где подразделения Гумистинского фронта смогли перейти реку Гумиста и создать плацдарм на левом берегу, освободив несколько сел и взяв под контроль господствующие высоты. Мы никогда не забудем наших боевых товарищей, наших добровольцев, которые отдали свои жизни за свободу нашей Абсны. Конец цитаты. Сообщение оперативного штаба на 1 июля. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них. В Гудаутской ЦРБ 30 июня скончался пациент 1952 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 17 488 человек. Зарегистрировано 249 летальных случаев. Выздоровели 15 490 человек. Между тем, на 2 июля в Абхазии провакцинировано 5609 человек. Напомним, что согласно последнему распоряжению президента Абхазии с 5 июля запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий и объектов общественного питания. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с координатором амбулаторного центра для COVID-19 для ковид-пациентов в Сухуме Валерием Джинджоле и руководителем проекта выездной мобильной бригады Лией Агрба. На встрече обсудили возможность увеличения коечного фонда амбулаторного центра и обеспечения специалистами в связи с ростом обращений людей в столичное медучреждение. Валерий Джинджоле проинформировал, что на сегодняшний день центр испытывает большие нагрузки. Если ранее амбулаторий принимал до 10 человек в день, то на сегодня эта цифра достигла более 50 человек. Эдуард Будба выразил готовность оказать всевозможную помощь амбулаторному центру для увеличения его мощностей. Мы делаем одно общее дело на благо здоровья наших граждан, поэтому должны действовать сообща. Мы направим к вам одного сотрудника в качестве водителя и 3 медсестер. При необходимости будем просить вас увеличить рабочий день центра до 9 вечера, отметил министр. На сегодняшний день коечный фонд центра составляет 12 мест. С 3 июля при поддержке Минздрава он будет увеличен до 17 койко-мест.
В День города не будет мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщил глава администрации Сухума Беслан Эшбо, который принял участие в работе заседания Сухумского городского собрания. Представители УВД столицы доложили о криминогенной ситуации. Кроме того, депутаты заслушали отчет начальника управления здравоохранения администрации Сухума Ирмы Воуба. Она проинформировала о работе управления. Основной акцент был сделан на ситуации с коронавирусом. К сожалению, зараженные коронавирусной инфекцией стали быстрее тяжелеть даже дети. Лечение же тяжело больных дорогостоящее. Немало средств уходит на обеспечение больных коронавирусной инфекцией кислородом, организацию их питания. Сегодня все койко-места заняты, поэтому надо прислушаться к мнению врачей-инфекционистов. Надо носить маски и соблюдать все элементарные санитарные нормы. Администрация города обеспечивает медучреждения бесперебойно лекарствами и расходными материалами. Все заявки, полученные из больниц, выполняются, сказала начальник управления здравоохранения. В завершении заседания обсудили план празднования Дня города Сухум, которое намечено на 3 июля. Беслан Эшбо отметил, что ситуация с ковидом резко ухудшилась, и поэтому не будет массовых мероприятий в закрытых помещениях. Все мероприятия пройдут на свежем воздухе. Это некая круглая дата. После празднования 2500-летия прошло 5 лет. Хотелось бы, чтобы эта дата тоже осталась в истории, сказал мэр. На празднование Дня города приедут представители городов-побратимов Сухума. Видеоверсию празднования 2500-летия города Сухум из архива Абаза ТВ смотрите в нашем вечернем эфире в субботу 3 июля. Президент Аслан Бжаня подписал закон о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Абхазии. Соглашение было подписано в Москве 2 июня этого года и ратифицировано Народным собранием парламентом Абхазии 15 июня. Лица с сомнительными связями не могут служить в системе. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сделал ряд распоряжений по усилению контроля обеспечения законности в рядах ОВД, выявлению правонарушений, подрывающих авторитет милиции в глазах общества, сообщает пресс-служба МВД. По указанию министра службой собственной безопасности МВД ведется целенаправленная работа по выявлению возможных фактов незаконного хранения, ношения незарегистрированного огнестрельного оружия сотрудниками ОВД. На особый контроль поставлены службы, обеспечивающие профилактику правонарушений в части незаконной добычи криптовалют, так как лица с сомнительными связями и порочащие честь и достоинство звания сотрудника милиции не могут служить в системе МВД, отмечается в сообщении. В связи с ужесточением контроля над исполнением дисциплины и служебным соответствием уже 3 сотрудников покинули ряды органов внутренних дел. В системе УСБ работает горячая линия обращений и жалобы на, возможно, неправомерные действия со стороны представителей УВД принимаются круглосуточно. Информация спасателей. Накануне в районе села Генцвиш в Кадорском ущелье обрушился мост через реку Кадор. Движение будет организовано по временной схеме, сообщает МЧС Абхазии. Накануне в районе села Генцвиш в Кадорском ущелье обрушился мост через реку Кадор. По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка, в результате чего отрезанными оказались несколько сел и 2 военные части погрануправления ФСБ России в Абхазии, дислоцированные в Кадорском ущелье. Прибывший на место обрушения министр ПЧС Лев Квициня в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы. Временную схему движения решено реализовать по старому мосту через Кадор, который расположен поблизости. Его опоры находятся в нормальном состоянии, однако поверх них необходимо настелить новое дорожное покрытие. О ситуации в районе обрушения моста было доложено руководству страны. Сегодня в Кадорское ущелье направились профильные специалисты для решения конкретных задач по восстановлению движения. По словам главы спасательного ведомства Абхазии, МЧС в случае возникновения экстренных ситуаций готова помочь гражданам в выезде из района обрушения моста.
Главная проблема истории – современность. В Абхазском государственном университете завершилась международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». Научное мероприятие в АГУ состоялось совместно с Кубанским государственным технологическим университетом, Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом, Российско-армянским славянским университетом. Цель конференции – проведение конструктивной интеллектуальной дискуссии по актуальным вопросам, касающимся проблем глобализации, этнокультурной идентичности и межкультурной коммуникации. Элеонора Гилаян с подробностями. Философия отвечает на вопрос, почему происходит то или иное действие в жизни человечества, в то время как история фокусируется на вопросе, как оно произошло. Про глобализацию и этнос с культурой в ее эпоху в АГУ приехали поговорить ученые из самых разных городов. В программе можно встретить как доклады про ТикТок и мемы, так и этнические традиции адыгов в условиях глобализации. Кстати, эта работа написана на основе социологических исследований и особенно заинтересовала абхазского слушателя. Результаты проведенного нами опроса в 2021 году оказались, в 2021, что более 42% опрошенных респондентов сегодня придерживаются нормами Адыга Хабса. Но я считаю, что это чуть завышено. Однако отметим, если сегодня взять по отдельности обычаи и традиции адыгов, то мы наглядно видим, что многие культурные элементы адыгов перестали полноценно функционировать. Например, параллельно с онлайн-опросом в январе этого же года мы провели уличный пилотажный опрос. Нас интересовал вопрос, сидят ли ваши дети с отцом за одним столом во время трапезы. Нами было опрошено 104 человека. 99% опрошенных ответили, что данный обычай слишком старый, в современных условиях невозможно соблюдать. Лишь 1% из числа опрошенных остается верным данной норме Адыга Хабса. Как рассказывает доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Иван Тарба, эта международная конференция проходит с 2015 года и при масштабной поддержке ректората. Кафедра имеет единственная в Абхазии кафедра, которая имеет свой печатный орган в Петербурге. Я один из редакторов абхазо-российского альманаха в Петербурге выходит, но всегда пишем Петербург сухом. Вот, с участием Абхазского университета. Наши преподаватели участвуют во многих мероприятиях, которые проходят и в России, в журналах печатаются. Не выезжая на международных конференциях, не бывая, 30 лет не переходя ПСО, извините меня, вы ученым не сможете быть, вы преподавателем не сможете быть. Сегодня информация динамично меняется, как вы видите. И поэтому я не только здесь бывал, я и в Китае бывал в составе российской делегации. Вот. В энциклопедии философской запросили мне, значит, абхазских философов, человек 5 я занес философский энциклопедический словарь с фотографиями, с биографиями. Историю этноса в своем докладе Мзия Квициния рассматривала как компонент этнонационального самосознания. Осознание исторического момента в сознании абхазского этноса, недавно лишенного любой возможности быть самостоятельным, но понимающий, что он государствообразующий, приходит позже самой реальности. После победного окончания в сентябре 1993 года Грузино-Абхазской войны, получившая по справедливости статус Отечественной войны абхазского народа. Вначале спонтанно, смутно в сознании всплывает оценка дара Клио. Даже с некоторым недоверием к тому, что время, жертвы, усилия привели к многовековой мечте реальности иметь свое государство. По словам Ивана Дорофеевича Тарба, сегодня у него на кафедре работают только ученые, получившие образование в России. В Абхазии стать философом нельзя. Во всяком случае, по образованию. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Дни открытых дверей для абитуриентов проводит Абхазский государственный университет с 1 по 7 июля. Так, 5 числа День открытых дверей пройдет на юридическом и филологическом факультетах АГУ, 6 июля на педагогическом и экономическом, 7 на биолого-географическом факультете. Время проведения в 11:00.
В этом году 1 июля известному ученому, поэту, общественному деятелю, кавалеру ордена Ахтсапша первой степени Омару Байрамовичу Бейгуа исполнилось бы 120 лет. Можно сказать, что имя Омара Бейгуа для абхазской диаспоры значит примерно то же, что и для абхазов имя основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Его труды, касающиеся абхазской мифологии, языка, этнографии, способствовали сохранению национального самосознания у нашей диаспоры. В своих работах он выдвинул ряд гипотез, свидетельствующих о древнем происхождении абхазского народа и его языка. Передачу, посвященную Омару Бейгуа, смотрите в нашем эфире в субботу 3 июля. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода представляют на телеканале Абаза ТВ еженедельный цикл передач «Школа фермера», где наши агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Второй выпуск посвящен технике внесения минеральных удобрений. Смотрите его в нашей программе. 10 лет работы в цвете. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась персональная выставка Мадины Бигвава. Более 30 полотен в разных жанрах, а также керамика будут радовать ценителей искусства до 12 июля. Об экспозиции расскажет Анастасия Никонова. Персональной выставки у Мадины Бигвава не было более 10 лет. Некоторые ее работы ценители искусства могли наблюдать на различных экспозициях, где были представлены и другие абхазские художники. И вот спустя время более 30 работ Мадины Бигвава украшают стены ЦВЗ. Картины Мадины Бигвава выполнены в разной технике. В основном живопись, также присутствует графика. В полотнах много абстрактного, пейзажи и портреты. Цвета – безусловная ассоциация с весной и летом, и столь же теплые тона. Почти четверть века Мадина в творчестве, в живописи. И каждый раз мы видим, насколько интересные направления у ее творчества. Недавно вышла замечательная книга, оформленная и составленная тобой, я знаю. Я знаю, что у Мадины был опыт работы в театре. В последнее время мы ее видим в правозащитной деятельности. Это тоже интересно. Мы видим, у нас была выставка «Архитектура города. Идеи и перспективы», где для меня Мадина дебютировала как архитектор, который дает такой вот художественный концепт и в партнерстве создает очень интересные проекты. Поэтому я думаю, что, Мадина, грани твои еще тебе предстоит раскрывать. Они, видимо, безграничные, и это очень хорошо. На персональной выставке Мадины Бигвава впервые представлена керамика. Это новое для художницы направление. И, как отмечает председатель Союза художников Абхазии Виталий Дженя, выполнены изделия профессионально. Мадина аразиге ирдурбо Абхазия ревчена ирбахет ахаяха итас яла багала إذا جحكوش تسمو جرافيكي كيراميكي عمتي وإدارة تستيرو في خاطر اسمه تبحو علينا خسكي بمجارة كرة شدنا زي الشوت أبسنا حدو حاول تريز الحلقة يلا بقوة يحكا أتكس إذا حق قامت يايوة وبس قلنا إذا جاء Персональная выставка Мадины Бигвава открыта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 12 июля. Спасибо, Ира, тебе огромное. Спасибо вам, что вы пришли, что поддержали меня. Я надеюсь, вам приятно здесь находиться. И очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.
Спорт. В столице стартовал международный шахматный турнир «Сухум Open». 40 взрослых и 20 юных шахматистов на протяжении 10 дней будут соревноваться в самом интеллектуальном виде спорта. В этом году принять участие в турнире приехали шахматисты из ряда городов России. Соревнования проходят с соблюдением эпидемиологических норм и на открытом воздухе. Организатор турнира, как обычно, Федерация шахмат Абхазии и администрация города Сухум. 18 лет подряд мы уже проводим данный турнир. Вот сегодня в июле. Еще будет в августе. Но в этом году особенность турнира в том, что мы ограничили количество участников, За 2 недели уже не принимали заявки в связи с пандемией. И заявки тоже те, которые люди билеты уже приобрели, а есть, которые с Иркутска, с Омска приехали, они потратили на дорогу с семьями больше 100 тысяч рублей. Это больше, чем вообще наш призовой фонд. И, конечно, этим людям мы никак не могли отказать. Количество участников, 20 детей, 40 взрослых. 7 призы. Первое место 12 тысяч рублей. И все остальные призы, первое, второе, третье, четвертое, пятое место среди ветеранов, среди юношей и девушек, среди детей до 12 лет, среди шахматистов с национальным рейтингом, местные шахматисты, что остались без внимания. Максимально большое количество будут денежных призов. Кроме того, будут грамоты, кубки, медали. В Сухуме в Республиканской детско-юношеской спортшколе стартовал 10-й юбилейный международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Багапша», организованный Госкомитетом по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола при поддержке администрации города Сухум и компании «Амобайл». На церемонии открытия гостей и участников турнира приветствовали и желали успехов руководитель администрации президента Республики Абхазия Алхаз Квицения, первый заместитель председателя Госкомитета Республики по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, президент Национального олимпийского комитета Валерий Аршба, президент Федерации баскетбола Эрас Тагумава, начальник управления по делам молодежи и спорта администрации столицы Эльза Хагба и главный судья турнира Александр Банников. На открытии также присутствовал сын и внуки Сергея Багапш. Игры будут проходить ежедневно с 10:00. Турнир завершится 7 июля. Сегодня юбилейный турнир, 10-й турнир у нас в Абхазии проходит. Будут участвовать 10 команд. Из Волгограда, с Ростова, с Краснодара, с Донецка приехали ребята, с Луганска приехали. Я надеюсь, что с каждым годом участие будет увеличиваться команд. Вы знаете, что в 2003 году наша команда принимала участие в Южном федеральном округе, и ребята очень хорошо играли, участвовали. Я думаю, что если наша команда будет продолжать участвовать в таких турнирах, а если дальше получится выезжать хотя бы на юг России, для того, чтобы повышать уровень, будет здорово. И приглашать команды оттуда сюда. Тогда уже на этом фоне нашей команды, сборная будет расти. Это задача номер 1 для нас, для Федерации баскетбола. Сейчас о погоде. 3 и 4 июля в Абхазии ожидается следующая погода. В субботу переменная облачность, без осадков, сохранится удушливо жаркая погода и высокий опасный уровень ультрафиолетового излучения. В воскресенье из-за смены воздушных масс со второй половины дня временами дождь, к концу дня переходящий в сильный ливневый с грозой. Температура воздуха ночью 24, днем до 33 градусов, температура морской воды 24 градуса. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на нашем сайте. До встречи в эфире. Удачных выходных!